Няль Алиева разглядывает картину «Хайтарма». Ее художник Юсуф Абибулаев написал в 2018 году. Гости выставки отмечают, работа очень оригинальная и живая. В этой картине ты можешь заметить движение, ты можешь заметить сам танец. Ты смотришь на нее, и тебе кажется, будто все движется. Татьяна Ирлица на выставке «Крымско-татарская линия. Через прошлое к настоящему» представила 3 работы, одна из которых – портрет девушки Нефизе. Как рассказала художница, на картине ее знакомая. Произведение начала писать еще в 2016 году. Образ для девушки выбирали всей командой. Это современное платье, но с таким традиционным немножечко уклоном. И тут тоже видно национальные символы: гранат, восточный кувшин, и она в феске, такая девушка в ожидании своего светлого будущего. Также экспозицию украсили художественные инсталляции, работы декоративно-прикладного искусства и картины с эпизодами трагической истории крымских татар. А это работа самой Анастасии Зынченко. На ней изображен портрет писателя Инана Алимова. Художница отображает трагическую судьбу художника, который собирался жениться, и у него были совершенно другие планы на жизнь. Но во время незаконного выселения крымских татар все изменилось. Здесь более 50 произведений, а это юных воспитанников ИЗО-студий и уже опытных художников, среди которых Шевкет Кишвединов, Юсуф Абибулаев, Лиля Усиинова. Как отметила Анастасия Зынченко, куратор, цель проекта – популяризация национального творчества. Любят говорить «возродить». Культура, она есть, ее нужно поддерживать, ее нужно сохранять. И поэтому вперед, в будущее и как бы к настоящему. И нужно жить настоящим, а не думать о том, что будет потом. Организаторы выставки уверены, каждый из гостей может прикоснуться к самобытному искусству и зарядиться позитивной энергией, излучаемой представленными работами. Вернисаж продлится до 14 декабря. Севиля Меметова, Рафаэль Вахидов, телеканал «Милет».